Добрый день! С вами Национальный центр туризма и ремесел. Сегодня мы немножко расскажем о трафаретной печати по ткани и создадим декор салфетки. Существует много видов традиционной печатной росписи, например, кубовая набойка или вятская роспись с помощью тычков. Итак, для изделия нам нужна полоса светлой бязи или льна. Края вы можете потом обработать на верлаке. Я беру размеры 25 на 40, вы можете взять другие. Также нам понадобится акрил художественный. Я возьму один красный цвет, вы можете взять несколько цветов. Нужен будет кусочек губки для того, чтобы равномерно наносить краску. И, конечно, нам нужны будут печати для того, чтобы сделать узоры. Я буду использовать печати по мотивам удмуртских узоров. Печати очень удобно вырезать из ластика, но если у вас нет возможности вырезать печати, вы можете использовать любые предметы, форма которых вам нравится, для того, чтобы создавать из них узор. Вот, например, крышечка из-под клея. Нам понадобится несколько черновиков любого размера. И для начала мы используем один черновичок как палитру. Выдавливаем немножко акрила. А второй мы будем использовать как пробный лист для печати. С помощью губки нанесем сейчас равномерно краску на печать. Вот примерно вот так. И попробуем посмотреть, что у нас получится на листе бумаги. Вполне неплохо. Давайте попробуем крышку от клея. Я могу складывать из этих отпечатков разные узоры. Потренируйтесь несколько раз, так вы поймете, сколько краски вам нужно для идеального отпечатка. Перед началом работы положите на рабочую поверхность лист или картон для того, чтобы краска не пропиталась сквозь ткань и не запачкала ваш стол. Традиционный декор располагается на узких сторонах полотенца и зеркально отображается на обоих его концах. Используя свой небольшой эскиз, приступаем к печати по ткани. С помощью губки наносим на нашу печать также небольшое количество краски. Ткань впитывает краску быстро, поэтому нужно будет обновлять красочку на печати довольно часто. Вот так у нас примерно получается. И то же самое мы проделываем на обратной стороне нашего полотенца. У нас получается вот такой вот узор на обоих концах полотенца. Теперь можно полотенце прогладить или просто хорошенечко высушить. Нужно это сделать для того, чтобы краска при стирке не потеряла свою яркость. Надеемся, что данный мастер-класс вам пригодится. Спасибо большое за внимание.